Ежегодно в третий понедельник июня во всем мире отмечается День мотоциклиста. Праздник появился в 1992 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Немало любителей железных коней проживает и в Чеченской республике. Ежегодно в День мотоциклиста чеченские байкеры проводят красочные шоу, однако в этом году распространение коронавируса внесло свои коррективы в проведение массовых мероприятий. В этом году, к сожалению, с учетом вот этих всех событий в нашей стране, ну и в мире даже, у нас не получилось встретиться, все на самоизоляции, все мы знаем, глава дал указания, здесь у нас это намного жестче, чем в других каких-то регионах, даже нашей страны. Поэтому людей собирать мы не стали. До этого мы как-то праздновали, собирались, катались там. Надеемся, что это все скоро закончится и в последующих годах такого не будет. Мы будем собираться и проводить время. Был у меня разобранный кусками Урал. Всегда хотелось что-то вот не на обычном Урале кататься, там, на советской технике, а хотелось что-то свое иметь, необычное. Вот. И началось с чего? Началось, что ходили всякие металлобазы, подыскивали всякие там крыло, мрло, мотор, куски, муски. Вот. Собрали такую вот технику. Собрали Альшнисхар, да, собрал. Это нас не было в то время еще клуба, ничего. Это было давно довольно-таки. Мне было 13 лет, то есть я начинал все это, как и многие мотоциклисты, с велосипедов переходили на какие-то мопеды, на какую-то бюджетную технику, которую приходилось ковырять у себя в огороде. Вот. И потихоньку переросло в более такой образ мотоциклетный. Ну, мне тогда было 11. Вот. Это был мотоцикл моего брата, Иж Юпитер 5. Вот. Ну, так как мне было всего лишь 11, а на мотоцикле люльки не было, так и не смог я управлять, короче. Не получилось у меня прокатиться на этом мотоцикле, это было очень печально. Конечно, помню. Это был мотоцикл Минск. Вот. Буквально он из хлама собранный. Там он полдня поездил, неделю ремонтировался. На то время не было ни возможности, ни запчастей, как бы их содержать и пользоваться этой техникой, даже той техникой. Лет 20, наверное, после 20. Сначала друг купил мотоцикл, потом я за ним бегал, дай прокатиться. Потом уже сам, короче, приобрел свой первый Урал и начал кастомить. Мы не делаем мотоцикл на продажу. Мы делаем для себя, нам интересно. Свободное время – это не работа, это хобби. Цунох Бог, Бешхальч уже это будет надоедать. В свободное время каждый приходит, занимается своим делом, и людей начало проводить все больше и больше. Кого-то брали в клуб, кто-то у нас как кандидат числится, кто-то просто как приходит и ремонтирует свою технику, там нам помогает или просто учится делать. И вот потихонечку, вот Хохайни Дуэлова, сколько уже так, лет 5, наверное, уже мы существуем, со всеми дружим, всем рады, дуэ. Многие о нас знают, есть там Инстаграм, Ютуб, все это вот так. Ну, ни одни родители, наверное, не поддержат эту инициативу, там, что этот ребенок уезжает на мотоцикле, зная, какой это риск, ни для кого не секрет. Конечно же, все переживают, не поддерживают, но привыкают к этому, как говорится. Поначалу не очень, конечно, все были против. Ну, что поделаешь, они, походу, смирились, и я нормально вожу, вроде бы я на спортбайках вот так не гоняю, чисто на чоппере, а на чоппере ты не гоняешь, так спокойно разъезжаешь. Вот. Наверное, и поэтому они так ничего мне не говорят пока. Пока ничего не сказали. Ну, сейчас мотоцикл, это, наверное, уже как-то какая-то часть твоей жизни, когда ты вечно думаешь о нем, ездишь, какие-то мероприятия, тем более по клубной нашей деятельности проводишь. Ну, это, наверное, такое, действительно, часть жизни, которой ты свою жизнь отдаешь этому. Для меня это стиль жизни, а некоторые говорят, это хобби. Ну, мне кажется, правильнее сказать стиль жизни, мотоцикл. Вот. Это такая свобода, это ни с чем не сравнится. Вот. Свободу.
адреналин, свободу. Это полностью, короче, отделяешься от всего негатива, короче, чувствуешь свободу. И, короче, это словами не передать. Это надо сесть на мотоцикл и поехать, чтобы понять. Это происходит, наверное, везде и у всех, и довольно-таки часто. Мотоцикл это, ну, как бы их даже по статистике их же меньше на дорогах. И, соответственно, это такие вещи, которые привлекают такое внимание людей. Вот. Соответственно, все собираются, подходят, спрашивают, задают вопросы, кстати, одни и те же. Популярные несколько вопросов: это сколько он выжимает, сколько отдал за мотоцикл, сколько ездил, сколько стоит. Ну, короче, вот такие вот рядовые вопросы, дежурные. То мы проводим мероприятия, проводим встречи, ежегодно проводим байк-шоу в городе Севастополе в августе месяце. Большое, там, с несколько тысяч человек. Вот. И, соответственно, мы всегда стремимся к тому, чтобы побольше побыть друг с другом. Вот проводим такие пробеги, как мотопаломничество, мотопробеги, акции проводим часто. Не только мы, но и весь клуб у нас работает в этом направлении. И духовно-нравственным воспитанием нашей молодежи. Отдельно хочу поздравить весь мотоклуб «Ночные волки» с нашим праздником, с Днем мотоциклиста, всех мотоциклистов и, конечно же, обязательно нашего главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с Днем мотоциклиста. Рамзан Ахматович является сам членом мотоклуба «Ночные волки». Он ездит на мотоцикле, он принимает участие в разных мероприятиях наших клубных, поэтому все отделение, весь клуб и обязательно главу нашей республики мы поздравляем всем отделением и я лично. Я пожелал бы байкерам хорошей дороги, хорошей, широкой, длинной, прохладной, крутой дороги и желательно к морю. Вот. Ну, по крайней мере, я так хотел бы прокатиться. Вот. Это чисто мое желание. Думаю, меня остальные байкеры поддержат в этом. Вот. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех братьев-мотоциклистов с Всемирным днем мотоциклиста. Пожелать ровных дорог, успехов на дороге, зеленого света. И, ребята, очень важно, соблюдайте меры безопасности, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя. Шлемы, наколенники, налокотники – это не помеха, это нужно. Это нужно. Не подставляйте себя и не подставляйте нас всех.